заполняемость интернет-контента со стороны официального духовенства у нас. Это позиция, которая в Казахстане у нас принята в исламе суннитское направление, ханафитский мазхаб, она ведется очень активно. То есть у нас свыше 2000 филиалов в областных центрах, да, представительствах ТУМК, в городах республиканского значения. У нас организованы онлайн-уроки. Получение знаний, она возникает когда? Когда человек, он пытается найти то, что, скажем так, нетрадиционно, да? Что-то радикальное, что-то острое, которое может быть его какое-то психологическое состояние, да? Обиженность на что-то, допустим, он не справляется с какими-то временными жизненными проблемами, и кто-то в этом обвиняет государство, еще кого-то, он пытается в этом реализовать. На самом деле проблема не в религии, проблема в голове у человека. Потому что тот, кто ищет, он найдет правильные вещи. Раньше у нас вот эти скажем так, религиозные деятели пользовались вот этим моментом в социальных сетях и говорили, что они, скажем так, самое правильное решение дадут, спросив у какого-то псевдошейха, в какой-то арабской стране, которого никто не знает, никто никогда не слышал, кроме этого самого проповедника. Но его манипуляции, скажем так, сознанием, что это такой большой шейх, оно приводило к тому, что люди ему начинали верить и задавать эти вопросы ему, и через него якобы узнавать у этого шейха. Этот человек манипулировал этим, то есть задавал их вопрос как надо, при переводе, да, и, соответственно, ответ так же, да, как ему надо, корректировал. Человек, который ищет истину, у него появляются вопросы. И эти вопросы он должен задавать правильным людям, которые дают правильный ответ. Вопрос появился у него по религии, куда он должен обращаться. Для этого Духовное управление мусульман Казахстана был организован, я считаю, очень уникальный, да, по своей структуре проект. Это колл-центр, в котором 24 часа в сутки, да, 7 дней в неделю организован ответ на русском и казахском языках. У нас есть сайты, в частности, наш сайт Муфтията, сайт Muslim KZ, в котором есть рубрика вопросов-ответов. Вы тоже можете туда задать вопрос и получить на них ответ. Если вопрос требует, скажем так, детального рассмотрения, мы его направляем в отдел фетв. Есть вопросы, которые требуют детализации, более глубокого изучения, рассмотрения. И эти вопросы, когда накапливаются, у нас собирается совет ученых Духовного управления мусульман Казахстана. И на этом совете принимаются решения по этим важным вопросам. И они издаются в форме решений Духовного управления мусульман Казахстана, официальных фетв. Во всех социальных сетях, начиная от Инстаграма, Телеграма, Фейсбука, есть у нас свои аккаунты. Заходите туда, задавайте вопросы, которые вас интересуют, даже, скажем так, самые интимные. Ни одного человека мы не оставили без ответа. И поэтому, наверное, надо приучать себя брать информацию в правильных местах.